В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Хамзат Хациев. Сегодня мы говорим о предстоящих выборах в президента Российской Федерации с нашим гостем, помощником главы Чеченской Республики, с Тимуром Алиевым. Тимур, Машуол. Мы в последнее время все чаще и чаще слышим о значимости выборов и решили поговорить с вами, Тимур, о том, почему все-таки для гражданского общества это так важно проводить выборы, выбирать президента, и чем эти выборы отличаются от всех прошедших выборов? Ну, вопрос достаточно сложный, или, вернее сказать, многосоставной, потому что в нем как бы три подвопроса фактически. Потому что для гражданского общества любая процедура выборов должна быть первоочередной и крайне важной для любого гражданского общества, любые выборы по большому счету, потому что это то волеизъявление, та процедура, которая выстраивает отношения между обществом, между и властью на ближайшие несколько лет, на любых уровнях, да, если мы там муниципальный уровень, там уровень глав субъектов, уровень главы государства и гражданское общество как медиатор, да, между просто обществом, скажем так, и властью, естественно, для нее крайне важно, с кем ей придется в дальнейшем выстраивать свои отношения. Естественно, гражданское общество должно рьяно отстаивать свои интересы, ну и вообще интересоваться этой процедурой, он не может оставаться в стороне. Это очень важно для нее. Почему эти выборы важны в данной ситуации? Потому что это не единственные выборы, конечно, в этом году, 24-м, порядка, не знаю, 10-15 выборов во многих странах мира происходит, включая там, осенью там, Соединенные Штаты Америки, потом выборы в Европарламент где-то в середине года, Тайвань, свои выборы, там тоже очень интересные расклады по международной политике. Но почему в таком случае мы говорим о том, что выборы в России, наверное, самые важные? Потому что за последние годы Российская Федерация показала себя не просто как реальный, серьезный, такой солидный игрок на международной политической арене, но как даже уже некий центр силы. То есть вот мы ушли уже немного, да, от этой вот модели выстраивания каких-то межгосударственных отношений, когда было США, был Советский Союз и был весь остальной мир, допустим. Был однополярный мир, как мы говорили, фактически. И жизнь показала, что однополярный мир не есть хорошо для всего земного шара. Поэтому то, что сегодня Российская Федерация стала этим полюсом, этим центром силы, к которому начали притягиваться уже другие силы. Иногда, если мы возьмем, там, не знаю, Китай, который может претендовать на роль собственного центра силы, по большому счету, у него есть огромное политическое влияние за счет, прежде всего, своего серьезного политического ресурса, людского ресурса, и поэтому это тоже очень серьезный игрок. Но фактически мы сегодня работаем в единой связке, я имею в виду Российская Федерация, Китайская Народная Республика, и поэтому все, что происходит, связано с выборами или так или иначе, что касается этих стран, этих государств, крайне важно сегодня для судеб всего земного шара. Тимур, как мы знаем, что действующий президент Российской Федерации на этих выборах будет самовыдвиженцем. Почему, как вы думаете? Это самое правильное, мне кажется, решение. Он не является представителем какой-то отдельно взятой силы. Даже такой серьезной, может быть, политической партии, как «Единая Россия», да, к примеру. Он не является выразителем интересов там, какого-то там бизнеса, какой-то там политической партии или еще. Он сегодня представляет, по большому счету, весь российский народ. То есть у него модель отношений президент-человек. То есть с каждым человеком он работает непосредственно фактически, когда он идет в самовыдвиженцы. Когда он продолжает работать президентом страны, и сейчас на выборы он идет, исходя из этой же модели отношений. Вот тет-а-тет, понятно, что у него этих связей миллионы, но тем не менее он показывает, что он исходит прежде всего из этой модели, что с каждым человеком он работает непосредственно. Мы все, опять же, возвращаясь к порядку, да, к порядку выборов. Ранее мы знаем, что выбирали раз в 4 года. Сейчас выбирают президента раз в 6 лет. Какие, вы думаете, есть у этого плюса срок? Мы обсуждали это уже много лет назад, когда меняли, собственно говоря, конституционный закон Российской Федерации. Мы говорили о том, что чем меньше... Любые выборы — это, конечно, стресс. Да? Стресс для
государственного образования, как бы то ни было. Это важная процедура, но это стресс, если они особенно какие-то изменения за этим следуют. А даже если переизбирают действующего президента, это все равно какие-то изменения все равно происходят. Происходят изменения на тех или иных уровнях. Тем не менее, это всегда бывает. Поэтому чем меньше стрессов для государственной машины, экономической машины, тем налаженнее, стабильнее работает система. Поэтому чем реже мы будем испытывать этот стресс, тем будет лучше для всего государственного управления, тем больше времени дается власти на то, чтобы реализовать задуманное, да, то есть то, что было обещано там людям перед выборами. И 4 года, как показывает жизнь, не такой большой срок, чтобы преодолеть некую инерцию, там, запустить какую-то машину, ну и что-то изменить. 6 лет – это гораздо более предпочтительный вариант именно для того, чтобы доказать, что твои предвыборные обещания можно претворить в жизнь, внедрить и уже даже увидеть результаты. Мы прекрасно осознаем, что мы сейчас находимся в процессе проведения СВО, и многие эксперты и политологи считают, что выборы проводить было бы не обязательно. Что вы думаете по этому поводу? Ну вот на Украине что же должны были быть выборы? Да. И Зеленский отказался проводить эти выборы. Да, они должны были быть, по-моему, в марте, если не ошибаюсь, кстати, тоже. Вот, он сказал, что нет, страна Украина не может проводить, поскольку находится в состоянии, значит, некого этого военного противостояния, не может она, не до того, как бы людям нельзя менять, как это, коней на переправе не меняют. Вот, на самом деле это понятно было, с Украиной там все понятно, там просто человек боится конкуренции, рейтинги его падают, рейтинги других возможных вариантов растут, и он просто элементарно боится, что он просто-напросто проиграет эти выборы, поэтому не идет. То, что глава российского государства идет на выборы, он показывает, что он не боится никаких возможных колебаний рейтингов, что он уверен в том, что он сможет победить, что он своей деятельностью доказал свою эффективность, и что его поддержат, за ним пойдут, за него проголосуют. Поэтому мне кажется, даже чтобы лишний раз продемонстрировать вот эту уверенность в выбранном курсе, стоит было проводить эти выборы. Как ваша семья относится к выборам? Как вы агитируете своих близких? Если агитируете, конечно. Да, в общем, агитировать никого не нужно. Не могу сказать, что мы на перегонки идем голосовать обычно, но тем не менее это происходит более-менее дружно. Мы все голосуем в обязательном порядке, так скажем, в первой половине дня даже. Тимур, Дерес Хилл, Дерес то, что Мусаев. нашел сегодня время прийти к нам в гости. Я напоминаю нашим зрителям, это была программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях был Тимур Алиев. Дерес Хилл. Адыке.